Субосетия ТВ – главные темы выпуска. В Северной Осетии с рабочим визитом побывала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Делегация посетила открытие Центра реабилитации для детей-инвалидов ИР. Рабочая поездка завершилась совещанием в правительстве, где обсудили ряд ключевых проблем Северной Осетии. Подробнее о визите Валентина Матвиенко в материале Яны Гагиевой. С Днем защиты детей совпало 20-летие 58-й армии. В честь этого праздника командование подготовило парад Победы. В юбилее приняли участие военнослужащие со всего Северного Кавказа и Северной Осетии. Итогом дня стал праздничный салют. Сеть велосипедных дорожек во Владикавказе будут расширять. Вместе с журналистами велопробег по городу совершил его мэр Сергей Дзантьев. Владикавказ может стать более спортивным. Администрация города планирует провести День велосипедиста. Эти и другие темы далее подробно. Рабочий визит председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Северную Осетию начался в Беслане. Первым делом она отправилась на мемориал «Город ангелов». Цветы легли к древу скорби и обелиску погибшим в теракте бойцам спецподразделений. На кладбище Валентина Матвиенко пообщалась с матерями Беслана. Они поблагодарили спикера за содействие. В те годы, будучи губернатором Санкт-Петербурга, она активно поддерживала программу помощи детям Беслана. В частности, порядка 80 бывших заложников смогли учиться в вузах северной столицы. Но при этом еще около 60 нуждаются в помощи при поступлении. Валентина Матвиенко заверила, что программу сворачивать не будут. Спикер Совета Федерации побывала и в спортзале школы номер 1. Она подчеркнула, что бесланскую трагедию никто не забывает. Память жертв чтят люди по всему миру. То хоть прошло там уже 11 лет, скоро, вот в сентябре будет 11 лет, никто не забыл в России эту трагедию. Сделаны уроки, выводы, и все те вопросы, которые нужно решать, которые еще не решены до конца, мы будем продолжать ими заниматься. Следующий пункт – недавно открытый родильный дом в Беслане. Центр оснащен самым современным оборудованием. Здесь способны выходить новорожденных практически любого веса. Но главной целью визита председателя Совета Федерации стало открытие нового Центра реабилитации детей-инвалидов ИР. Это заведение – отличный пример государственно-частного партнерства. Его построила некоммерческая организация «Лавар», которую учредили Олег Хацаев и Руслан Икаев. Теперь его безвозмездно передали на баланс Республиканского министерства труда и социального развития. Открытие не просто так приурочили ко Дню защиты детей. Особенным ребятишкам здесь готовы помогать практически круглосуточно. Для этого в центре созданы все условия. Это, конечно, психолого-педагогическая коррекция, это услуги логопеда. Причем услуги психолога не только для детей, но и для родителей. Это, конечно, кинезотерапия, это главное, наверное, любимое лечение для детей ДЦП. Оно представлено иппотерапией, тренажерами самыми современными. Также физиотерапия, как водолечение, так и аппаратное лечение. Стоматологическое обслуживание этих детей, что, конечно, не менее иппотерапии важно для этих деток. Настоящей фишкой этого центра стала собственная конюшня. Занятия с лошадьми помогают нормализовать не только психическое, но и физическое состояние маленьких пациентов. Иппотерапия – один из самых эффективных способов реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Врачи говорят, что биомеханика тела лошади способствует развитию мышц наездника. Подобрать правильного коня очень сложно. Здесь большую роль играет и его размеры, порода и даже темперамент. Здесь, в этом центре, 4 коня. Каждый из них соответствует всем требованиям. Вся территория центра доступна каждому пациенту, даже маломобильным. Здесь же все условия для водолечения и гимнастики. В республике сейчас в услугах центра нуждается около 400 детей, еще 50 в Южной Осетии. По словам руководства, каждый месяц здесь смогут проходить реабилитацию не менее 40 детей. Лечение абсолютно бесплатное. Помогают не только самим детям, но и их родителям. Учат тому, как правильно ухаживать за своими детьми. На открытии Валентина Матвиенко неожиданно для всех рассказывает о старинной осетинской традиции ЖИУ. Говорит, строили этот центр тоже всем миром. И отмечает, социально направленный бизнес в данной ситуации не должен оставаться в стороне. О том, что бюджет Северной Осетии социально направленный, говорили и на итоговом совещании с участием главы республики. Получить согласие председателя Совета Федерации на краткосрочный визит, рабочий визит в республику, это, конечно, большая ответственность была для меня, моих коллег в республике.
потому что мы посчитали, что итогом многолетней совместной работы бизнеса и государства был тот главный объект, на котором вы сегодня вместе были. За 1 час чиновники обсудили не менее десятка вопросов, говорили о разном. Остро стоит демографический вопрос, отмечают участники совещания. Мест в детских садах тоже не хватает. Эти проблемы необходимо срочно решать, отвечает Валентина Матвиенко и обещает, что при распределении федеральных средств поспособствует направлению финансов в Северную Осетию. Затронули и темы застоя в спиртоводочной промышленности. Эту отрасль надо выводить из тени и вновь ставить на ноги. Обсудили вопросы качества образования, роста зарплат, льгот в области медицины. Все эти вопросы спикер Совета Федерации обещал обсудить уже в столице. Могу сказать, что не только сегодня, но и сенаторы от Республики Северная Осетия и Алания очень много поднимают конкретных вопросов, да, вот по конкретным случаям, вот что-то по линии Минздрава, что-то по линии Минтруда, я сейчас не припомню уже конкретику, да, что-то было по там, детям-инвалидам по слуху мы решили и так далее. Это постоянный такой рабочий процесс в контакте с субъектами федерации для решения волнующих проблем. Итог встречи, стопка документов с предложениями и еще больше личных впечатлений. Валентина Матвиенко подчеркнула, в Северной Осетии за последние 10 лет наметился ощутимый экономический рост. Теперь необходимо и дальше работать, не сбавляя оборотов. В нынешних крайне непростых условиях от каждого региона зависит, как пройдет страна через кризис. Яна Гагиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 20-й годовщиной воссоздания 58-й армии! С таким размахом 58-я армия отмечает 20-летие со дня воссоздания. Празднество очень напоминает парад Победы. Более 1000 солдат прошли сегодня ровным строем по площади Свободы. Для участия в юбилее во Владикавказ прибыли военнослужащие из числа дислоцированных на Северном Кавказе и в Южной Осетии воинских частей. В юбилейном параде 58-й армии принимает участие военная техника. В строю представлены бронетранспортеры, бронеавтомобили «Тигр», системы залпового огня «Град». Всего 65 единиц военной техники. С 1995 года подразделения 58-й армии провели множество операций на Северном Кавказе. С 1994 по 1996 года соединения и части корпуса, а в последующем 58-й армии участвовали в боевых действиях на территории Чечни. В 2008-м военные одними из первых прибыли на помощь Южной Осетии. За проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 21 из них посмертно. Армия продолжает славные традиции воинов-освободителей, готова и способна выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего. Поздравляю всех с 20-й годовщиной формирования армии. С праздником, дорогие друзья! Ура! Гостями юбилея стали 20 героев Отечества. В Северную Осетию они прибыли 2 дня назад в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». Представители Ассоциации героев провели уроки мужества в школах и вузах республики. Встретились с ветеранами. Среди героев и Владимир Шаманов. 16 лет назад он был командующим 58-й армии Северокавказского военного округа. Осетия для него второй дом. По словам генерал-лейтенанта, Владикавказ – это точка опоры на юге страны. Я вспоминаю, 20 лет назад тяжелая была ситуация в стране. Именно и нелегко было и в Северной Осетии. Но именно вот опираясь на эту землю аланскую, на людей сильных духом, Россия приобрела точку опоры, на которую сегодня она рассчитывает и опирается. Сегодня во Владикавказе в честь празднования 20-летия воссоздания 58-й армии прошло множество мероприятий. Герои Отечества вместе с руководством республики возложили цветы к мемориалу славы. На базе штаба 58-й армии для горожан организовали показ военной техники. Здесь же развернули полевую кухню. Любой желающий мог отведать каши. Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Во Владикавказе прошел региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Мир на ладони». Его участники – дети сотрудников уголовно-исполнительной системы. Выявить талантливых детей в разных областях искусства, привлечь их к творческому поиску и приобщить к художественной культуре – главная цель фестиваля.
15 участников в возрасте от 7 до 14 лет соревновались в 4 номинациях – вокал, хореография, художественное чтение, изобразительное искусство. Участники у нас в основном практически со всех районов республики. У нас принимают участие дети как колонии строгого режима, колонии поселения, аппарата управления, следственный изолятор. В принципе, задействованы дети всех сотрудников, работников, которые работают в уголовно-исполнительной системе. Юные таланты исполняли песни, демонстрировали танцевальные номера, читали стихи, играли на национальных инструментах. Все участники получат почетные грамоты и призы. Лучшие творческие номера будут представлены на следующем этапе конкурса уже в Москве. Тамара Валиева, Альбина Тимирова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Велосипедные дорожки во Владикавказе требуют серьезных доработок. Мэр Владикавказа Сергей Зантьев совместно с журналистами провел велопробег, в ходе которого и были выявлены недостатки. Колонна проехала по главному велосипедному маршруту города от Тернкура-Нартон вдоль набережной Терека до математического лицея. Идея велопроката принадлежит Сергею Зантьеву, а воплотить ее взялись инициативные предприниматели. Главная особенность – взяв велосипед в одной точке города, вы можете оставить его в другой. Число таких контрольных пунктов с каждым годом будет расти, обеспечивая максимально удобный маршрут прогулки. По дороге глава Владикавказа отмечал недостатки велосипедного пути: отсутствие пандуса, велосипедных знаков и разметки, неровный асфальт и открытые канализационные люки. Для комфортной и безопасной езды на велосипеде подобные проблемы недопустимы. Особое внимание должно быть уделено расширению самих велодорожек. Необходима очень такая серьезная работа в плане не только расширения тротуаров, а может быть даже отдельного сделать тротуаров для велосипедистов, поставить знаки. Определенный, вот видели, переход через дорогу был такой довольно сложный. То есть весь комплекс работ, конечно, он довольно серьезный, но тем не менее первый этап заложен, и мы обязательно сейчас проектируем, помимо той схемы, которая утверждена с Союзом, с Федерацией велоспорта, мы утвердили. Но мне кажется, надо и БАМ, район БАМа задействовать. Долгое время не получалось связать новую набережную со стороны водной станции со старой, идущей за чугунным мостом. Когда стало ясно, что сделать небольшой тоннель невозможно, добавили специальный проезд под мостом. Для культуры велотранспорта, по словам главы АМС, будет разработана новая схема расположения дорожек. Также в планах включить велотреки в реконструкцию дороги от Барбашова до Дендрария. Единственная преграда перед скорейшим осуществлением задуманного – нехватка финансирования. Надо мне латать, залатывать, это целую такую программу разрабатывать с тем, чтобы, еще раз повторюсь, город Владикавказ был таким центром массового занятия спортом, активным образом жизни, в частности, такие велопрогулки. Первый этап, повторюсь, мы уже завершили, вот велопрокат существует, уже 3 проката есть, у них они поделились, наверное, с планами, что еще несколько прокатных пунктов будет по городу, и уже следующий этап за массовостью, ну а последний, конечно, привести в полном соответствии с той программой, которую нам надо разработать. Приобщить республику к спорту можно и нужно. В ходе поездки у градоначальника появилась идея провести День велосипедиста. К этому времени Сергей Зантьев пообещал привести трассу в должный порядок, чтобы она соответствовала общепринятым стандартам. Тома Валиева, Лена Гаглоева, Тимур Мазаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. МЧС Республики за безопасное детство. В гости к огнеборцам Северной Осетии пожаловали их дети. Специально для них сотрудники МЧС подготовили к смотру пожарную технику. Детишки сразу же облепили квадроциклы, а их родители устроили фотосессию. Особый восторг мальчиков и девочек вызвал робот-спасатель, предназначенный для тушения пожаров в сложных ситуациях. Ребятам не только устроили демонстрацию работы, но и разрешили поучаствовать в подготовке техники к пожаротушению. Особое внимание детей спасатели попытались привлечь к медицинскому автомобилю МЧС. За несколько минут ребята примерили роли врача, водителя и даже пострадавшего. Подобные мероприятия в рамках акции МЧС за безопасное детство прошли во всех пожарных частях республики. По окончанию мероприятия дети закрепили полученные навыки и знания. Детям показали практическую работу робототехнических средств наших пожаротушения. Организовали им сладкий стол. Дети у нас сотрудников главного управления, они сейчас все посмотрели, все рады, все. Традиция у нас это уже несколько лет продолжается. Мы каждый год этот праздник.